Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Но сегодня у нас будет достаточно интересный и для меня, на самом деле, волнительный выпуск, потому что он необычный. То есть сейчас речь у нас сегодня пойдет о йоге и о занятиях йогой. Мы находимся сейчас в центре Шестой океан. Познакомьтесь, Анна, инструктор по йоге. И Анне мы сейчас зададим несколько вопросов. Анна, первый вопрос: что такое йога? Ну, йога – это не только комплекс таких физических упражнений, да. Йога – это больше связь, такой вот connected тела, дыхание, погружение внутрь себя, ощущение собственного тела, да. Ну и, конечно, йога пришла, это все-таки философия с Индии пришла, с древней Индии, да, то есть с культуры индийская к нам пришла. Ну вот у меня есть некое волнение, вообще, вот, когда смотришь йога, да, это человек, которого в какой-то невероятной позе, там, на одной руке или как-то еще такое. Вот что это, есть разновидности и что нас ожидает сегодня на занятии? Разновидности есть, да, но гибкость – это как побочный эффект после йоги, можно сказать, да. Йога больше это не про гибкость, это вот про свое тело и дыхание. То есть мы должны учимся, изучаем микроизменения в теле, да, что происходит во время позы, как мы дышим, что происходит после позы, что происходит после релакса, вообще после занятия, когда мы выходим из студии, что произошло, да. И вот эти, то есть мы погружаемся внутрь себя, акцент на собственное тело. Вот. То есть, ну почему я волнуюсь, да, перед занятием, потому что я абсолютно не гибкий человек, да, гибкость это не про меня, да, но в целом она особо и не нужна, да, как бы. Да, гибкость – это как каждый делает так, как сегодня способно его тело. Да? То есть, чувствуя свое тело, ресурсы своего тела, делаем любое упражнение. А в целом, вот по гендерным, да, вот, вопросам, в основном женщины ходят на йогу? Или эта йога, она для всех? Йога абсолютно для всех, практикуют как и мужчины, и женщины, но у меня, к сожалению, нет мужчин. Был один мальчик, ходил, вот сейчас, к сожалению, не ходит, да. Почему-то у нас вот такое понятие, может, это только в Якутске, не знаю, но везде в России мужчины также практикуют, как и женщины. Ну, может, такой может, север откладывает отпечаток, да? Может быть, да, у нас мужчины суровый, такие более волевые, наверное, суровые, да. Что такое йога, да? Да. Хорошо, ну что, друзья, сейчас мы начнем наше занятие, ну и в целом это проект «Испытано на себе». Начнем. Испытано на себе. Здравствуйте, намасте, Руслан. Проходите, занимайте свободное место на коврике, познакомьтесь с нашими девочками. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживаемся, садимся удобно, располагаемся на болстере. Садимся в сукхасану, переводится как удобная поза со скрещенными ногами, еще называют ее поза по-турецки. И вот сидя на болстере, мы очень хорошо можем держать наш позвоночник в прямом состоянии. Тыльные стороны ладоней кладем на бедра, руки в джанянь мудру по желанию. Жест баланса и гармонизации. Закрываем глаза, потому что закрытыми глазами очень хорошо можно погрузиться внутрь себя, почувствовать свое тело. За макушечкой вытягиваемся вверх, вытягиваем наш позвоночник, ощущаем приятное вытяжение в позвоночном столбе. Это очень важно почувствовать, потому что позвоночник очень любит, когда его вытягивают. И мы сделаем наш позвоночник плоским. Копчик подкручиваем к лобку, лобок подтягиваем к пупку. Удлиняем наши бока, представляем, что у нас за подмышечки кто-то поднял, подтянул вверх, нижние ребра заправляем вовнутрь, поясничка плоская, плечи круговым движением вперед, высоко к ушам, отвели назад, опустили вниз. Еще один хороший круг, плечи вперед, высоко к ушам, отвели назад, соединили лопаточки и плечи с лопатками опустили вниз. Делаем плечи тяжелыми, стекают вниз, шея длинная, подрастаем в шейном отделе, вытягиваемся, напряжение с тела убираем. Кончик языка к верхнему небу, область межбровья расслаблена, макушка еще плотнее вверх, подбородок подтянули к еремной ямочке. И в таком положении начинаем дышать полным йоговским дыханием, а вдох и выдох через нос, а выдох длиннее вдоха. Сначала мы наполняем животик с первой половинкой вдоха, выкатываем его вперед,
Со второй половинкой вдоха раздуваем грудную клетку, наполняем, также ребра идут в бока, ощущаем задние ребра ниже лопаток, очень важно их почувствовать. И с выдохом помним, что мы удлиняем выдох, начинаем сначала сдувать грудную клетку, то есть в обратной последовательности. Смотрим, отслеживаем, как опускаются ключицы, нижние ребра сходятся к центру корпуса, затем сдуваем животик, и пупочек плавно идет к позвоночнику. В конце выдоха не задерживайте, пожалуйста, дыхание. Как только почувствовали, что хочется вдохнуть, делаем новый вдох от живота. То есть мы на вдохе всегда углубляем свое дыхание, а с выдохом удлиняем. И все внутри нас успокаивается. Убираем посторонние мысли из головы, все чувства, переживания, все оставляем за пределами комнаты. На лице нет никаких социальных масок, за макушкой вверх, еще дышим, еще делаем вдох и выдох. И с выдохом опускаем подбородок на грудную клетку. Плечи оставляете в той же плоскости, лопатки слегка соединены, грудная клетка раскрыта, опустили только подбородок к рёмной ямочке. Почувствовали приятное такое натяжение в задней поверхности шейного отдела. И теперь очень мягко открываем свои глазки, взгляд резко не включаем, видим наш коврик размыто. И вот давайте почувствуем сейчас, осознаем наши глаза, сделаем их мягкими и теплыми. Почувствуем, как кисти касаются бедер. Бедрами давайте почувствуем тяжесть кистей. Почувствуем, как ягодицы касаются болстера, как стопы касаются коврика. Заметьте, что стопы разные занимают объем, что левая, что правая на коврике. Хорошо, молодцы. Опять внимание, глазки. Поморгали глазками, включаем зрение и медленно поднимаем голову вверх. Настроились на занятие, ножки выпрямляем. Коленочками постучали, снимаем напряжение. И натягиваем пальчики стоп на себя и от себя. И также пяточками толкаем коврик на себя и от себя. Растягиваем переднюю и заднюю поверхность ног. Делаем то, что мы делаем каждое утро, сидя или лежа на кровати. Упор в пяточки, круговые движения стопами, коленки мягкие. И чувствуем, что мы движением заходим и в коленные чашечки, и в тазобедренные суставы. Вот прям хорошо чувствуем здесь, как работают мышцы паха. В другую сторону, пожалуйста. Угу. И проглаживаем свои ножки по всей длине, захватывая все поверхности ножек, и заднюю, и переднюю, и боковые. И легкие такие нажатия приятные. Улучшаем лимфоток, улучшаем венозный отток. Всегда проговариваем мысленно, да, про себя, для чего мы это делаем, что мы делаем. Хорошо. И встаем. И сейчас в начале обязательно занятия, у нас телесная практика, мы знакомимся и обнимаемся. Анна. Руслан. Да, обязательно улыбаемся. Все, да? Привет. Все обнимаемся, да, обязательно. Привет. Привет. Ага. Так, кто еще у меня? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Руслан. Таня? Очень приятно. Очень хорошая практика, потому что, когда мы обнимаемся, да, замечаем, что мы улыбаемся. Всегда объятия вызывают улыбку, и это очень здорово. Подняли себе настроение, садимся еще раз в сукхасану, и обычно тело нас садит так, как нам удобно. Меняем перекрест ног, да, чтобы наши тазобедренные суставы равномерно раскрывались. Ручки к паху, начинаем нашу разминку, опускаем плечи за макушкой вверх, нижние ребра все время вовнутрь. Да? То есть мы не прогибаемся в пояснице, бережем свою поясничку, нижние ребра вовнутрь, поясница плоская, за макушкой вверх, плечи опустили. И начинаем разминочку, повороты головы, подбородком ведем к правому плечу и к левому на выдохе. Вдох по центру, выдох, поворот. Вдох по центру, выдох, поворот. Смотрите, что шейный отдел у вас расслаблен, мышцы шеи не напряжены. За макушкой вытягиваемся вверх и скашиваем глаза в одноименную сторону, куда скручиваемся. Заметьте обязательно, в какую сторону легче скручиваться, вправо или влево. И это нормально, никак это не оцениваем. В какую-то сторону может быть туже. Хорошо, голова по центру, наклоны головы, левое ушко к левому плечу, правое в потолок.
правое к правому и дотягиваем левое в потолок. То есть верхнее ушко всегда дотягиваем, хорошо прорабатываем боковые поверхности шейного отдела. Включаем мышцы, чувствуем, какие мышцы работают. И на выдохе наклон, на выдохе вдох по центру, а выдох наклон. За руками потянемся вверх, плечи опускаем вниз. Опять почувствовали вытяжение в позвоночнике. Все время вытягиваем наш позвоночник. И обязательно эти ощущения должны быть приятными. Да, вытянулись вверх, вдох, будем делать скрутки. Не проседая в позвоночнике, скручиваемся влево на выдохе. Правая ладонь зацепляется за левое бедро, за левое колено. Левая рука сзади на болстер. Или можно взять кирпич и прямо сзади на кирпич в упор поставить левую руку. Опускаем левое плечо вниз и подбородком тянемся к левому плечу. Настолько, насколько позволяет тело. Смотрите, чтобы не было дискомфорта у нас в шейном отделе. Глазки тоже можно скосить, пусть они сейчас работают, глазные мышцы. Ловим или какую-то точку, или просто скосили глаза. Правая рука у нас рычаг. Можно очень аккуратно отталкиваться, да, со вдохом вверх, с выдохом скрутка. Проверьте, что в скрутке живот мягкий обязательно. Мы дышим животом. Очень хороший массаж внутренних органов. Улучшаем подвижность нашего позвоночника. Еще делаем вдох, на выдохе раскручиваемся и за руками тянемся вверх, делаем скрутку в другую сторону. Испытано на себе. Девочки, кому нужны кирпичи, тоже берем. Берем на высокие грани. Здесь самое главное, мы отстраиваем правую ножку. Правая нога, угол 90 градусов. Это обязательно, то есть правая пятка строго под правым коленом. Да, мы бережем свои колени все время. Руками отталкиваемся, переносим вес тела на правое бедро, отстраиваем заднюю ножку левую. Левая нога на полупальцы, левое колено вытянуто. Дозакрываем таз. То есть обе подвздошные косточки у нас в одной плоскости. Таз закрыт. Выстраиваем наш позвоночник, наш корпус перпендикулярно коврика. За руками вытягиваемся вверх. Из рук делаем кали-мудру. Да, это мудра богини, Кали такая была богиня. Нижние ребра вовнутрь, копчик смотрит вниз, животом не наваливаемся на правое бедро. Ногами как будто мы соединяем коврик, хотим по центру соединить. Плечи опускаем вниз, дыхание не задерживаем, отлично, взгляд вперед. Вирабхадрасана 1, поза воина 1. Представьте, да, взгляд какой должен быть, ребята, воин на коне. Дышим, еще вдох. И выдох. Делаем вдох и на выдохе раскручиваемся по центру. Руки в разные стороны. Пальчики левой стопы подкручиваете вовнутрь. Вовнутрь, да. Правая нога 90 градусов, может быть тупее угол. Самое главное, чтобы был не острый. Руки в разные стороны, плечи опускаем вниз. Взгляд на правую ладонь отправляем. Вирабхадрасана 2, поза воина 2. Вирабхадрасана был такой воин индийского эпоса. Корпус прямо, нижние ребра вовнутрь, ребята. Взгляд сильный. Скачем на коне. И дышим, да? Дыхание не задерживаем. Еще делаем вдох. И на выдохе опять переносим руку на правое бедро, опускаем руки в коврик, правой ногой отшагнули назад, отдыхаем в собаке. Руками активно отталкиваемся, копчиком тянемся вверх. Нижние ребра вовнутрь, взгляд между коленей, отлично, отдыхаем еще. Переводим дыхание, еще вдох. На выдохе левую ножку сгибаем колени и заносим левую ногу, шагаем между рук. Левая нога, угол 90 градусов, берем кирпичи, кому необходимо. И, отталкиваясь руками, переносим руки на левое бедро. Правую ножку отстраиваем. Правая ножка на полупальчике, правое колено вытянули. И за руками уходим вверх, выстраиваем наш корпус перпендикулярно коврика. Не заваливаемся на левое бедро. Нижние ребра вовнутрь, копчик смотрит вниз. Плечи опустили вниз, руки в кали-мудру, соединяем указательные, все пальчики переплели. И левой стопой активно отталкиваемся, ногами как будто собираем коврик к центру, работаем, да, этим движением закрываем таз, еще вдох, ребята, выдох, еще вдох, и на выдохе раскручиваемся по центру. Как я
стану лицом к вам. Теперь пальчики правой стопы обязательно чуть-чуть подкручиваем внутрь. Правое колено вытянуто. Бережем коленные чашечки. Левая нога угол 90 градусов. Руки в разные стороны. Ладошки опустили вниз. Взгляд смелый поверх левой руки. И вот скачем на коне. Нижние ребра вовнутрь. Не прогибаемся в пояснице. Дышим. Да, можно чуть-чуть, хочется ниже. И самое главное, здесь у нас пальчики правой стопы внутрь. Еще подкручивай. Вот. Вот здесь, да, колени бережем, ребята. Это вот наши колени. Чуть-чуть вот так. Во, отлично. Дышим. Еще вдох и выдох. И переносим руки опять, разворот к левому бедру. Опускаем руки в коврик. Ногами отшагиваем, собака, отдыхаем. Пальчики все плотно прижаты к коврику. Отталкиваемся. Руками особенно прижаты подушечки больших и указательных пальцев. Убрали плечи от ушей, освободили трапеции. Копчиком вверх, взгляд между коленей, руки сильные, вес тела в ноги, еще вдох и выдох. Умнички, отходим ножками назад, отшагнули, планка, высокая чатуранга. В чатуранге мы работаем, не отдыхаем. Пятками толкнули сзади невидимую стену, подтянули колени, бедра плотные, ягодицы плотные, копчик подкрутили. Живот сдержит яблоко уже. Представляете, какой пресс сильный? Руками активно отталкиваемся от коврика. Точка между лопаток круглая. Вытолкнули прямо макушкой вперед, еще вдох. На выдохе опускаем колени в коврик, ягодички на пятки. Отдыхаем, баласана. Лоб опускаем на коврик. Давайте руки уберем вдоль корпуса назад. И подсгибаем пальчики рук, чтобы они у нас пальчики отдохнули. И вот здесь активно тянемся ягодицами к пяткам, лбом к коврику. Можно расставлять коленочки пошире. Дышим. Можно кирпич под голову подложить. И вот здесь, ребята, можно подключить дыхание уджаи. Вдох через нос, выдох на шипящем горле. Как будто разогреваете стеклышко, отогреваете. Еще дышим. Вдох и выдох. Восстанавливаем здесь дыхание. Убираем напряжение с пояснички. Расширяем ее. Молодцы. И раскручиваемся на коленочках. Раскрутились. За руками потянулись вперед. И уходим в позу на животе. Лежа на живот. Ложимся на живот. Почти отдыхаем. Да? Ножками потянулись назад, ножки на взъемы стоп. И сначала первое движение, нулевое оно считается. Руки выводим перед грудной клеткой. Со вдохом отталкиваемся от коврика. И прямо ребра продвигаем вперед. Как будто мы хотим зацепиться к переднему краю коврика. То есть мы удлиняем живот, и это защита поясницы. Здесь мы вытягиваем поясницу. Устанавливаем локти под плечами. Ручки. Предплечья параллельно друг другу, ладошки вниз. Будем делать позу сфинкса. Вдох и на выдохе, отталкиваясь предплечьями, вытягиваемся за макушкой вверх. И если здесь у кого-то возникли болезненные ощущения в пояснице, мы их убираем, нижние ребра вовнутрь подтягиваем, копчик подкручиваем, лобок в коврик, макушкой тянемся вперед, плечи убираем от ушей. Небольшой прогиб здесь должен быть, то есть мы соединяем лопатки, грудной клеткой тянемся вперед и руками активно работаем. Грудной клеткой вытягиваемся вперед. И соединяем лопатки грудиной, тянемся вперед, нижние ребра вовнутрь. Дыхание не задерживаем, ребята. Смотрим, что мы дышим, да. Иногда очень хочется хорошо сделать позу и перестаем дышать. Наоборот, все продыхиваем, вдох и выдох, отслеживаем свое дыхание. Еще делаем вдох. И на выдохе ложимся опять в позу крокодила, ладонь на ладонь, голову на другой височек, пожалуйста. И покачали тазом, сняли напряжение с поясничного отдела, сбросили, так сказать. Хорошо. Руки в упор под плечи, отталкиваемся, ягодицы на пятки, ножки в перекрест, руками отталкиваемся и вырастаем вверх. Еще одна поза на баланс. Балансы моя любимая.
Опорная нога левая, правую ножку сгибаем в колени и устанавливаем правую стопу к внутренней поверхности левого бедра. У кого так не получается, можно опустить вот на голень, но на колено мы не давим, на сустав не давим. Смотрим, где нам проще стоять. Можно даже просто вот так вот касаться. Если совсем выпадаете, можно слегка касаться пальчиками стены. Пробуем. Врикшасана, поза дерева. Ручки собираем намасте перед грудью. И создаем давление стопы в бедро, бедро в стопу. Тогда нога не будет скользить даже в скользких лосинах. Да? Не провисаем в левом бедре, вытягиваемся. И левой стопой, ребята, отталкиваемся за макушкой вверх, нижние ребра вовнутрь. Вытяжение опять в позвоночнике. Опять мы вытягиваем наш позвоночник. Сложили руки намасте, опять давление тоже, да, грудные мышцы здесь включаем тоже. И вытягиваемся, можно сконцентрироваться на какой-то точке впереди себя или на полу, прямо на коврике. Дыхание не задерживаем, молодцы, умницы, еще вдох. На выдохе правой стопой шагнули вперед, правая пяточка к левым пальчикам. Вот здесь распределили вес тела на обе стопы, то есть мы на одной лыжне с вами встали. Руки сохраняем намасте, нижние ребра вовнутрь, копчик подкрутили и закрываем глаза. Закрываем глаза и вот здесь смотрим, да, чтобы нас не штормило. Мы с вами ищем дришти, это точка внутри нашего тела. Это я могу вам предложить точку между бровей или область между пупком и позвоночником, центр нашего тела. Да, потому что когда мы глазки закрыты, мы не цепляемся за пространство, и очень сложно стоять, оказывается, так. Вес тела на обе ножки, да, на левую стопу не завалились, еще вдох, делаем, дышим. И на выдохе открываем глаза, отлично. Распускаем чуть-чуть. Поболтали ножками, особенно левой, потому что она была опорная. Правая стопа в коврик, сгибаем левую ножку и устанавливаем ее на внутреннюю поверхность правого бедра. Руслан, если почувствуешь, что тяжело на ноге стоять, да, то тут же прямо опускаешь ногу, да, выходишь из позы. А руки через стороны красиво делаем вдох, на выдохе руки в намасте собираем. Отталкиваемся правой стопой, вытягиваемся, не провисаем в правом бедре, отстраиваем такую линию от правой пятки через пупочек к макушке. И вытягиваемся, плечи опускаем вниз, нижние ребра вовнутрь, копчик подкрутили. Врикшасана, поза дерева, дышим. Концентрируемся на внутрь себя, ощущаем вот это чувство баланса. Работают все мышцы в теле, ребята, вот, потому что, чтобы устоять, да, себя, надо собраться и напрячь все мысли, все мышцы. Еще вдох и выдох, дышим. Опускаем левую ножку и шагаем левой стопой, левая пяточка к правым пальчикам ноги. Распределили вес тела на обе стопы, делаем вдох, закрываем глаза. И вот здесь стоим, опять точка дришти нам помогает. Да, зацепляемся внутри себя или прям поперемещайтесь из точки между бровей в точку между пупком и позвоночником, центр тела. Кому где ловчее стоять, смотрите, что вы не задерживаете дыхание. Все внутрь себя, прямо ощущайте свое тело, границы своего тела, дыхание. Дышим, еще вдох. Хорошо, на выдохе открываем глаза, молодцы. Ножками поболтали. Испытано на себе. Ага, стелим одеяло под голову, болстер под коленочки. Еще сложнее будет, да? Еще сложнее, да. В этой позе, чем она сложная, мы должны смочь с вами расслабиться и не заснуть. Одеяло плоско под голову, как подушка, не стелим, да, потому что мы ложимся расслабляться, не спать. Все посторонние предметы убираем, чтобы мы ни до чего не докасались. Ложимся. Я выдаю салфетки. Салфетки одноразовые, выдаю на глазки. Их укладываем. Так, у кого болстер под колени, ребята, те пяточки должны касаться коврика. Это обязательно. Иначе ножки у нас, наоборот, не смогут расслабиться. На глаза, да? Да, сейчас я выдаю одноразовые салфетки, потому что выдам многоразовые подушечки. Подушечки объясняю для новеньких. Так. Сколько нас? 6, да? Подушечки с лавандой и семя льна. Поэтому, если вдруг не понравится запах лаванды, просто Руслан убирает подушечку в сторону и дальше расслабляется.
Мгм. Так, готовимся к шавасане. Ягодицы проталкиваем к пяткам, затылочные бугры к макушке головы. Копчик проекция на область третьего глаза. Посмотрите, что вы не кривите телом позвоночник. Не кривится, вы лежите ровно. Мгм. Ножки раскидываем, стопы разваливаем. Промежности обязательно воздух создаем, потому что у нас энергия поднимается через точку, которая находится в промежности, называется врата жизни. Да, поэтому воздух, промежность расслабили, ручки в разные стороны, ладошки обязательно вверх. Заряжаемся солнышком нашим, уже почти весенним. И теперь по-честному спрашиваем свое тело, удобно ли оно легло и сможет ли оно расслабиться в этом положении. Ждем ответа от тела, оно вам обязательно подскажет, где что подправить. Может, где-то футболка в складку, где-то что-то неловко легли, все поправляем, чувствуем свое тело, разговариваем с ним. И если все нормально, начинаем расслабляться. А выдох из центра груди вверх. Тепло разливаем по ключицам. Наполняем плечи, локти, предплечья. Тепло стекает в кисти рук, делая наши руки расслабленными, мягкими, теплыми. Чувствуем приятную тяжесть в руках. Шея мягкая, текучая. Течет, как горный ручей, к затылку, а затылок плавно опускается в коврик. Вся волосистая часть головы стекает к коврику. Почувствуйте, как от этого разглаживается лоб, расслабляется. Со лба уходят все морщинки, стекает все напряжение. Все мысли, тревоги, обиды, разочарования, все стекает в коврик и там растворяется. В голове легкий, нежный туман. Расслабьте брови и область между бровей. Наполним свое тело легкостью и приятностью. Почувствуем, что все тело расслабилась. Со вдохом тело тяжелое. С каждым вдохом тело все тяжелее и тяжелее. Все глубже проваливается в коврик. Осознайте тяжесть в своем теле. И мы делаем вдох, а выдох. С выдохом вся тяжесть стекает в коврик. Тело становится легким, воздушным, невесомым. Осознайте легкость во всем теле. Давайте посмотрим на себя со стороны и увидим, как наше легкое тело отрывается от коврика и взлетает вверх. Выше, 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 еще выше летим. Ощущаем легкость, воздушность, невесомость. Чувствуем, как за счет этой невесомости мы можем парить, летать. Почувствуем, как наше тело опускается на зеленую шелковистую траву, прокладывается, утопает в мягкой траве. Почувствуйте, как летнее теплое солнышко
гладит нас своими лучами, гладит нас по щечкам, по открытым участкам тела, наполняя все тело теплом, светом, солнечной энергией. Почувствуйте, как это тепло растекается по всему телу, заполняет все ваше тело солнечной энергией. Почувствуйте силу внутри себя. Хорошо, молодцы. И в эти границы помещаем объемы собственного тела, помещаем себя. Вспоминаем, что мы находимся здесь и сейчас. Можно потихоньку шевелить пальцами рук и ног. И я у вас сейчас забираю подушечки. Мы, не открывая глаз, ложимся на правый бок, ложимся в позу эмбриона. Колени груди, лоб коленям. Глазки не открываем. Хорошенечко в позе эмбриона подтягиваем коленочки груди, так, чтобы максимально приблизиться к этой позе. Глазки закрыты. Поза эмбриона, колени груди, лоб коленям. И вот давайте вспомним. Тело наше точно знает. Мы должны с вами вспомнить, как мы лежали у мамочки в животе все 9 месяцев. И почувствуйте, как здесь, в этой позе, было тепло, комфортно, уютно, безопасно. Прямо как дома под пуховым одеялом. И самое главное, ребята, здесь было благодатно. Благодать живет в центре груди. Разливаем благодать по всему телу, наполняем сначала плечи, голову, потом заполняем весь корпус. И почувствуем, как слово «благодать» заполняет тело, мысленно обязательно проговариваем. Я наполняю благодатью все свое тело. Мое тело наполнено благостью. Хорошо, молодцы. И, помогая себе левой рукой, отталкиваемся от коврика, с закрытыми глазами садимся и поворачиваемся ко мне. И вот когда повернулись, открываем глазки, размешиваем энергию, садимся в удобную позу опять. А руки через стороны, хороший вдох, всю положительную энергетику вокруг себя собираем и с выдохом наполняем свое тело, намасте в центре груди, и еще раз закрываем глаза. Закрываем глаза и через макушку головы заглядываем внутрь себя. Давайте сравним состояние, которое было в начале занятия, когда мы дышали полным йоговским. Заметьте, что изменилось сейчас. Мы ищем микроизменения в своем теле. Никак это не оцениваем, просто сравниваем состояние. И теперь давайте, мысленно обращаясь к своему прекрасному телу, повторяем мысленно за мной, проявляя все слова в ощущениях. Я благодарю тебя, мое прекрасное тело, за силу, за энергию, за красоту, за здоровье, за возможность заниматься. Я благодарю всех, кто сегодня присутствовал и практиковал вместе со мной. И мы открываем глаза, обязательно улыбаемся. Всем спасибо за практику. Спасибо. Все? Ну, сегодня легкое было занятие, да, девочки? Ничего себе. Сегодня было на лайте. Вот. Испытано на себе. Друзья, ну вот такое вот было первое занятие для меня, да, то есть я впервые вообще, я, конечно, слышал про йогу, да, вот, ну, такие основные знания, которые, вот, я думаю, всегда вот в информационном пространстве, но в целом вот только сегодня сделал это впервые. Ну вот, Лена, вы сколько занимаетесь йогой? Я занимаюсь полгода. Полгода? Да. И как ваши ощущения? Вот, получается, не так давно, по сути. Да, получается, не так давно в целом, но, в принципе, я очень рада, что когда-то я нашла Анну. Нашла ее, ну как, просто хотела сходить на йогу, выбрала то, что мне больше понравилось. Пришла на занятия, на пробные, и подумала, что да, все, я 100% буду ходить именно сюда, только сюда, и больше никуда даже ходить не хочу. То есть такое внутреннее, как бы, Внутреннее, определение да, случилось? то есть, да, я поняла, что это мое пространство, мне здесь очень нравится, мне здесь очень комфортно. Это, наверное, важно для занятия йогой. А вот в целом Обязательно. по упражнениям, которые вот комплекс упражнений, он что дает человеку? В общем,
Мне он дал много что. Во-первых, это выносливость. Я в первое занятие не могла практически ничего. Сейчас я могу уже много что из упражнений. Сейчас у меня стал прямее позвоночник, то есть у меня вот привычка, я вот всегда ходила вот так, сейчас у меня уже, ну, осанка стала лучше, да, то есть она не выпрямилась полностью, но я вижу результаты, и он меня очень устраивает. Испытано на себе. Друзья, ну действительно, как отметила Лена, да, то есть во время занятий, да, вот Анна несколько раз говорила про спину, Лена еще раз об этом отметила, и я вот действительно думал, что даже после первого занятия как-то уже хочется не хочется, да, раскрыть грудную клетку. Да, чуть-чуть по-другому. В целом, я думал, йога это вот действительно про гибкость. Нет, да, то есть к сожалению, нет. я очень переживал, потому что я абсолютно не гибкий человек. И вот, но тем не менее, практические задания, которые вы давали, вот, упражнения, они в целом выполнимы. И, наверное, смысл в том, что ты не переступаешь себя, то есть ты даешь какой-то предел. Да, да, ты должен чувствовать. Вот именно йога учит нас чувствовать собственное тело, да. То есть где мы должны остановиться, где мы должны перевести дыхание. Самое главное, не задерживать дыхание, дышать, продыхивать, ощущать себя вот просто в пространстве. То есть мы в йоге погружаемся именно внутрь себя, концентрируемся на собственном теле, на собственном дыхании, без мыслей в голове. Это очень хорошая практика. Вот если с философской тоже точки зрения, да, помогает нам расслабляться, то есть и приходить в такое ресурсное состояние. И не было ощущения где-то в середине примерно, да, вот, где вот что-то планка, вот что-то похожее было, я аж вспотел. То есть, ну, хоть мы не делали физически такие сильные упражнения, но тем не менее напряжение чувствуется. Йога это на выносливость, да, тоже. И очень понравилось, что после каждого как бы нагрузки идет расслабление. Расслабление, восстановление дыхания. Да. Да. А в конце вот это вот вообще было что-то. Шавасана. Ну, мне еще, Анна, вы сказали, что самое сложное сейчас будет. На самом деле оказалось самое приятным. То есть действительно вот так вот прийти как-то вечерком, да, на занятия с йогой или даже дома можно, да? Отстраниться от посторонних мыслей, да. Закрыть глаза и как бы немножко перезагрузиться. Да. Огромное спасибо вам, Анна. Да, действительно. Спасибо, что пришли ко мне. Я немного переживал перед съемками, да, ну как бы вот йога. Это я переживала. Вот, на самом деле все было супер, друзья, поэтому если вдруг вас заинтересовало, занимайтесь йогой, познавайте себя. Ну а это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. Всем пока! Испытано на себе.